Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Взамен устаревшим зданиям новый детский сад открыли в Намском районе. К началу следующего года должны достроить и школу. Небольшое снижение заболеваемости ковидом наблюдают в Алекминском районе. Сколько человек лечат в больнице? 10 шагов к успеху. Мужские качества формируют у мальчишек Хамгаласского района. Владимир Путин поручил Минтрансу России рассмотреть организацию круглогодичного транспортного сообщения на федеральных трассах Лена, Вилюй и Колыма. Министерство должно отчитаться до конца июня 2022 и 2023 годов. Автодорога Лена проходит через Тынду, Нерюнгри и Алдан, является важнейшей транспортной артерией между Амурской областью и Якутией. Трасса Колыма – единственная дорога, соединяющая восточную часть республики, западную и центральную части Магаданской области, обеспечивает выход на побережье Тихого океана. А федеральная дорога Вилюй должна соединить Иркутскую область и Якутию. Также в Вилюйске проложат асфальт протяженностью более 6 километров. Напомним, в 2019-м две улицы города вошли в состав федеральной трассы Вилюй. Сейчас проект проходит госэкспертизу. В настоящее время управление дорог Вилюй ведет работу с владельцами инженерных коммуникаций, размещенных в границах полос отвода трассы федерального значения. Сами понимаем, что это населенный пункт, поэтому были сложности и с изысканиями, да, и с местом нахождением, и с наличием владельцев коммуникаций. Если это населенный пункт, это сразу возникают сложности. Пересечение, значит, это и обустройство, это как-то нам надо все элементы дороги, будь то тротуары, трубы, освещение, нам надо как-то увязать с имеющимися сетями. Где-то определить место, где-то установить. Вот в этом сложность есть в населенном пункте. Новый детский сад взамен двух старых деревянных дошкольных учреждений открыли в селе Крест-Кытыл Намского района. Проверить, как со своей задачей справились строители, приехал глава республики Айсан Николаев. Сад сможет принять 240 ребятишек. В трехэтажном здании разместили 12 групп, 2 из которых ясельные. Компьютерный класс, кабинет психолога, есть и современный пищеблок. Территорию благоустроили, разместили места для игр и спорта. Детский сад распахнет свои двери в начале следующего года. Учреждение соответствует всем современным требованиям. Я вообще, когда бываю в наших современных детских садах, я всегда рад за наших детей, которые уже с дошкольного возраста приобщаются не только к занятиям спортом, искусством, но они уже, например, сейчас уже здесь будут уже иметь свой компьютерный класс, имеют абсолютно такое современное обслуживание, новые методики образования. И, конечно, я уверен, что благодаря этому новое поколение якутян будет еще более развитым, более современным. И, конечно же, я рад, что в этом детском саде, как и во множестве других детских садов Якутии, всегда сохраняется наша культура. К началу следующего года должны достроить и школу в селе Хамагата, завершить строительство школы на 220 мест с наименьшим отставанием по срокам. Такое поручение во время рабочей поездки в Намский район дал Айсан Николаев. Глава отметил, Минстрой Якутии должен привлечь дополнительные ресурсы. Сейчас учреждение располагается в старом одноэтажном здании. Новое должны были возвести к концу текущего года, но из-за проблем подрядчика со стройматериалами и рабочими сроки сдвигаются. Готовность объекта 75%, осталось завершить монтаж кровли, утеплить здание. Школа состоит из 3 блоков, учебные кабинеты, спортзал, а также интернат на 50 мест. Здесь у нас строится по национальному проекту образования каменная школа, тоже объект большой. Вместе с тем, конечно, темпы строительства отстают от тех темпов, которые здесь были, например, в детском саде. И я поручил, чтобы в обязательном порядке на это обратило внимание и Министерство строительства, и служба государственного заказчика, чтобы, безусловно, в сроки качественно объект был достроен и сдан, и чтобы в Хамагате одновременно появился и детский сад, и появилась современная красивая каменная школа. Актированный день для учащихся первых 8 классов объявили сегодня в селе Кылай Тюляхского наслега Усть-Алданского района. Отмечается, что температура воздуха, по данным на 9:00, составила 49 градусов. На дистанционное обучение перевели 47 учащихся.
Далее к эпидобстановке. 283 человека заразились коронавирусом за минувшие сутки в Якутии, из них 135 в Якутске. В Алданском районе 16 случаев заболевания, в Нерюнгринском 15, в Мегино-Кангаласском и Мирнинском районах по 14, в Кангаласском 13, в Амгинском и Еленском по 9 заболевших, в Нюрбинском и Усть-Алданском по 8 заражений. Еще в 10 районах республики фиксируют от 1 до 8 случаев заражения ковида. Небольшое снижение по заболеваемости коронавирусом наблюдают в Алекминском районе. На стационарном лечении находятся 29 человек, на амбулаторном 137 взрослых и 47 детей. Продолжит Елена Фаст. Последний месяц Алекминск стал значительно чаще звучать в статистике по ковид. Мы побывали в центральной больнице, чтобы узнать о ситуации из первых уст. Как выяснилось, по сравнению с началом ноября ситуация, наоборот, стабилизировалась. На лечение получает 29 человек, из них 20 человек в ковидном отделении, 9 человек в провизорном. В ковидной реанимации 2 пациентов находятся. По сравнению за неделю, по сравнению с 9 ноября у нас идет уменьшение случаев заболеваемости. Да, и с 9 ноября у нас стационарное лечение получали 39 человек, то сегодня уже на 10 случаев меньше. Активнее идет и процесс вакцинации. И если ранее на Слига более дружно получали вакцину, то сейчас лидирует город. В среднем мы делаем около 50 вакцин в день. Люди уже осознают, что вакцинация необходима, что вакцинированные в более легкой форме переносят ковидную инфекцию, поэтому сейчас уже наплыв такой идет. На сегодня вакцину получили 10 153 человека, это составляет 53% от общего числа населения. Но здесь хочется сказать, что у нас село от плана выполнило 56%, а город 70% от плана. А вот с QR-кодом есть некоторые вопросы. Чаще всего они возникают у возрастных граждан. Много случаев, когда отсутствует сертификат из-за отсутствия учетной записи в госуслугах. То есть у нас тут, как сказать... Возрастное население? Да, возрастное население, у которых старенькие кнопочные телефоны, и они не зарегистрированы в госуслугах. Тогда сертификат не придет. И даже если в портале забить эту вакцинацию, она там не высвечивается. Ну, это наше видение такое. И если учетная запись в госуслугах старая, допустим, не обновленная, тоже сертификат не появляется. То есть его надо обновить. Есть и еще одна проблема. Уважаемые возрастные пациенты не всегда могут показать код на телефоне, а значит, им необходим печатный вариант. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Идем далее. Завершилась всероссийская перепись населения в Аймяконском районе. В августе провели мероприятия в труднодоступных местах. Объяснили возможности и способы пройти перепись населения. В результате через портал госуслуги переписались более 20% жителей района. Всего работали 2 контролера и 16 переписчиков. В целом от количества проживающих переписано почти 100%. 99,9% это пока еще предварительная. Естественно, она будет корректироваться, уточняться, но мы очень надеемся, что мы к концу декабря или в начале января узнаем, сколько нас проживает на территории нашего Аймяконского района, на каких языках мы говорим, к какому этносу мы себя относим и какое будущее нас ждет. В Хангаласском районе на стадии завершения проект «10 шагов к успеху». Данный проект охватывает мальчишек с 5 по 8 классы. В течение 10 недель для них проводят теоретические и практические занятия, направленные на поиск своего «я» и формирование мужских качеств. Подробнее о проекте Виолетта Засимова. Реализация проекта «10 шагов к успеху» стала возможной благодаря поддержке Фонда президентских грантов в размере 500 тысяч рублей. На эти средства были закуплены футболки и ноутбуки, которые раздали 100 участникам из 10 школ Улуса. Проект курирует детская некоммерческая организация «Хангалас РЛ».
Вообще сейчас есть такая проблема, то что везде участвуют только девочки. И по линии детского движения тоже везде активисты, лидеры, только девочки. И мы придумали данный проект именно для мальчишек среднего звена, чтобы их охватить и как-то дать им теоретические и практические навыки. Первое занятие в онлайн-формате под названием «Мир мужских профессий» состоялось в начале сентября. Далее мальчишки пообщались с инспекторами по делам несовершеннолетних, прошли тестирование с психологами, попробовали себя в робототехнике и IT-технологиях. Но самыми запоминающимися стали практические занятия. В каждой школе тема занятия была своя. Например, в селе Улаханан участники проекта встретились с кадровым охотником и попробовали пострелять из пневматического оружия. В селе Техтюр школьники участвовали в якутской ловле рыбы мунха, а в селе Улахан мальчишки помогали местному совету отцов в заготовке льда. Как вам заготовка льда? Вы в первый раз вообще принимаете участие? Да. Первый раз? Да. Ага. И как вам? Хорошо. Ну что тут интересного, а что сложного? Интересное вытаскивание льда. Вы знаете, для чего это лед заготавливают? Да. Мы хотели сделать пожертвование льда в детский сад. Ну, я считаю, что мальчики должны уметь пользоваться нашими традиционными инструментами. И, во первую очередь, на природе, когда работаешь, у человека как бы очищение идет изнутри. На свежем воздухе отдыхаешь еще. В конце ноября проект завершится, но кураторы надеются, что он продолжится при непосредственной поддержке советов отцов на местах. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Тренеры Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по боксу получили в подарок футболки. Идея акции принадлежит воспитаннику школы Владиславу Едрееву, который решил таким образом поздравить своих наставников с прошедшим праздником – Днем тренера. Сам Владислав занимается производством спортивной одежды и часто помогает спортсменам с экипировкой. Как отметил директор школы Максим Куприянов, такие примеры не единичны. Многие воспитанники поддерживают свой любимый вид спорта, помогают в организации соревнований и оказывают помощь при выездных мероприятиях. И вполне возможно, что и эта акция станет началом еще одной доброй традиции. Бокс для меня дал очень много в плане жизни, дисциплинированность, работоспособность и так далее. Да? И я хотел от души отблагодарить своих тренеров, коллектив. И мы заранее с тренерами обговорили всю эту детальность, с дизайнерами и так далее. И сделали такой подарок. Это получается от души. К этому часу это все новости. Оставайтесь на нашем канале.